School named after Esengul Karasartov, 5th grade teacher Jumaqadirova Murqan. Hello, good morning my lovely students. How are you today? How is your mood? Are you ready for my lesson? I hope all of you are in the best mood and you are ready to my English lessons. So let's start. Сегодня наша тема There is, there are. Our new theme for today is There is, there are. Цели урока, ребята, научить вас использовать структуры there is, there are в утвердительной, в отрицательной и вопросительных формах. Конструкция there is, there are обозначает есть, имеется, находится. Мы используем, чтобы рассказать о местоположении каких-либо предметов, либо объектов. There is мы используем для единственного числа, there are для множественного числа. There is употребляется для того, чтобы сказать о нахождении одного предмета или лица. For example, there is a stadium in my town. В моем городе есть стадион. Или there is one girl in our group. В нашей группе есть одна девочка. There are мы употребляем перед существительным во множественном числе. For example, there are people in the class. В классе есть ученики. There are many books on the shelf. В полке есть много книг. There are apples in the basket. В корзине есть яблоки. Как правильно перевести оборот there is, there are? Предложение there is, there are мы переводим на русский язык, начиная с конца предложения. Сначала мы скажем, где находится предмет, а потом, что это за предмет. For example, there is a nice carpet in the middle of the living room. В середине гостиной лежит красивый ковер. Значит, ребята, когда мы с вами переводим конструкцию, оборот there is, there are, мы всегда начинаем с конца предложения. Начинаем переводить с конца. Например, there is an apple on the table. Table – это конец предложения. Начинаем с конца. На столе есть яблоко. Отрицательная форма there is, there are, ребята, образуется с помощью частицы no или not. Например, посмотрите первый пример, ребята. There is no bathroom in his home. В его доме нет ванной. There are no windows in the pantry. Значит, ребята, отрицательная форма there is, there are образуется с помощью not либо no. Вопросительная форма, ребята. There is a table in the room, да? Посмотрите первый пример. There is a table in the room. В комнате есть стол. Когда, чтобы сделать вопросительную форму, да, ребята, мы с вами вот этот is ставим в начале предложения, и у нас образуется вопросительная форма. Is there a table in the room? В комнате есть стол. Множественное число. There are ships in the sea. В море есть корабли. Чтобы сделать вопросительное предложение, мы с вами are ставим в начале предложения впереди. У нас получается вопросительное предложение. Are there ships in the sea? Вопрос задали, ребята. Теперь рассмотрим еще один пример. В комнате есть диван. Да? Диван единственное число, значит задаем с помощью is. Is there a sofa in the room? Да. Yes, there is. Значит, отвечаем. Когда да, yes, there is, да? На полке есть книги? Книги множественное число, значит, задаем с помощью are. Если единственное число, мы с вами задаем с помощью is. Если множественное число, задаем вопрос с помощью are. Are there books on the shelf? На полке есть книги? Да? Вопрос задает. Нет, no, there are not. На столе нет компьютера. There is no computer on the desk. В спальне нет стульев. There are no chairs in the bedroom. Значит, ребята, мы с вами на сегодняшнем уроке поняли оборот there is, there are. Я вам объяснила три формы, да? Я вам объяснила три формы: утвердительную, отрицательную и вопросительную форму. Утвердительная форма на английском языке называется positive, отрицательная negative
вопросительное question form. Да? Значит, мы с вами сегодня поняли, что оборот there is, there is мы используем для единственного числа, there для множественного числа. Отрицание образуется с помощью not или no. There is not, there are not. Сокращенная форма there isn't, there aren't. Вопросительная форма, ребята, образуется с помощью is, если это единственное число, да? Is there. Множественное число образуется с помощью are there. Угу. Дальше. Давайте тогда мы с вами сделаем упражнение на закрепление. Вам нужно сюда поставить there is, there are. Здесь имеется 5 предложений. За каждое предложение я вам даю 5 секунд. Давайте начали. Первое предложение. Ребята, первое предложение будет there is no table in the room. Почему there is? Потому что, ребята, table это единственное число, поэтому мы с вами поставили there is no table in the room. В комнате нет стола. Второе предложение. 5 секунд. There is a black car near the house. Почему there is? Потому что car стоит в единственном числе, да? Просто машина, да? Black car, черная машина. Рядом дома стоит или находится, или есть, имеется черная машина. Третье предложение. 5 seconds. 5 секунд. There is juice in the glass. В стакане есть сок. Четвертое предложение. 5 seconds. There are many trees in the park. В парке есть много деревьев. Почему there are? Потому что many trees, много деревьев, уже множественное число. Поэтому мы ставим there are many trees. And the last sentence, последнее предложение. There is not a picture on the page. There isn't a picture on the page. Почему there is not, there isn't? Потому что picture, картина, стоит в единственном числе. Следующее упражнение для закрепления, ребята. Вы должны поставить is или are, где пропущено. За каждое предложение я вам даю 5 секунд. Поехали. Первое предложение. The first one. There is a dog in the house. There is a dog in the house. Правильно. Второе предложение. There are many buildings in the street. Buildings, there are. Почему? Потому что many и здания стоит, да? Третье предложение, third sentence. There are some cows in the yard. Почему there are? Потому что корова и еще множественное число стоит, да? Следующее. Обратите внимание, это вопросительное предложение. Are there any butter on the plate? Правильно. Is there any butter on the plate? Да? То есть is. And the last sentence, последнее. Are there any children in the classroom? Are there. Почему? Потому что children множественное число, поэтому are. Butter, масло, единственное число, поэтому is. Да? Хорошо, ребята. А теперь, ребята, открывайте ваши книжки. Open your books, page 64. You will do exercise 5A. Мы с вами сейчас будем делать упражнение 5A, страница 64 по книжке. Чтобы сделать это упражнение, я вам даю 10 минут. To do this exercise, I will give you 10 minutes. Now, homework. Your homework will be exercise 6, page 65.
You should write the sentences in the positive or in the negative form. Ваше домашнее задание, ребята, будет страница 65, упражнение 6. Вам нужно будет написать предложение в утвердительной либо в отрицательной форме. Okay, you did a great job. Все молодцы, ребята. Goodbye, до свидания всем. See you next lesson. Увидимся на следующем уроке.